Добрый вечер, уважаемые телезрители. В прямом эфире информационная программа «Новости», в студии Тойр Пиров. Независимость – это экономический прогресс и технологический прорыв. Объем валового внутреннего продукта Республики Таджикистан за годы независимости увеличился в 50 раз. Количество промышленных предприятий с 358 единиц в 1991 году достигло 2500 единиц в настоящее время. Правительством страны принята национальная стратегия развития Республики Таджикистан на период до 2030 года, которая предусматривает превращение Таджикистана из аграрно-индустриальной в индустриально-аграрную страну. Тему продолжит Карим Хайдар. Одним из достижений периода независимости является определение национальных стратегических целей в сферах энергетики, транспорта и продовольственной безопасности, благоприятный инвестиционный и предпринимательский климат, инновационное и высокотехнологичное производство – это залог качественного и ускоренного перехода экономики Таджикистана из аграрно-индустриальной в индустриально-аграрную страну. В настоящее время принимаются меры по эффективной реализации четвертой стратегической цели – ускоренной индустриализации страны. Согласно национальной стратегии развития Республики Таджикистан на период до 2030 года, к этому времени доля промышленности в структуре валового внутреннего продукта должна вырасти до 21%. В сфере обеспечения продовольственной безопасности и доступа населения к качественному питанию предусмотрены продвижение аграрной и водной реформы, обеспечение экономической и физической доступности продовольствия на основе стабильного роста агропромышленного сектора. В период независимости площадь садов и виноградников Таджикистана достигла более 200 тысяч гектаров, что по сравнению с 1991 годом больше на около 2,5 раза. Благоприятные погодные условия страны позволяют увеличить площади садов и виноградников за счет саженцев высокоурожайных сортов с использованием новых инновационных технологий. В период независимости целью развития сельскохозяйственной сферы, в том числе создания и обновления мелиоративной инфраструктуры, освоение новых земель, обеспечение сельскохозяйственной сферы необходимой техникой, качественными семенами и доступа хозяйствующих субъектов к финансированию, были реализованы 22 государственных инвестиционных проекта на сумму более 5,4 миллиарда самани. В настоящее время в стране осуществляется еще 7 других проектов на сумму около 2,5 миллиарда самани. Целью государственной поддержки земледельцев страны и обеспечения изобилия на продовольственном рынке в своем послании парламенту страны президент Республики Таджикистан, уважаемый Эмомали Рахмон, предложил освободить земледельцев на 1 год, то есть в 2021 году, от платежа единого налога на землю. За период независимости Таджикистана было выделено 75 тысяч гектаров земли под личные подсобные хозяйства граждан. Все это, безусловно, является залогом изобилия в стране сельскохозяйственной продукции, что способствует обеспечению продовольственной безопасности и насыщению внутреннего рынка отечественной продукции, повышению экспортного потенциала и в целом росту благосостояния населения страны. Карим Хайдар, Рану Азизи, Новости. Таджикистан за последние полгода увеличил вывоз сельскохозяйственной продукции за границу. Так, за 6 месяцев 2021 года страна заработала более миллиарда долларов за счет продажи сельскохозяйственной продукции. Это на 88% больше, чем за аналогичный период 2020 года. Всего республика экспортировала 106 тысяч тонн сельскохозяйственной продукции. Из общего числа почти 85 тысяч тонн – это овощи. Также Таджикистан успешно продает сухофрукты и свежие фрукты. Овощи, фрукты и другая сельскохозяйственная продукция из Таджикистана пользуются большим спросом среди зарубежных покупателей, так как является экологически чистой и обладает особыми вкусовыми качествами. По мнению экспертов, успешным продажам поспособствует открытие центров логистики и оптовой торговли. К другим темам. 4 человека погибли, еще 7 получили ранения при обрушении верхнего этажа офисного здания в городе Харбин на северо-востоке Китая. Лесные пожары продолжают бушевать в Якутии, где введен режим чрезвычайной ситуации регионального характера. Об этих и других событиях в мире более подробно в блоке зарубежных новостей. Вода играет важную роль в развитии человечества. Спокон веков люди селились вблизи воды, которая всегда оставалась источником жизни и благополучия.
Для планомерного решения вопросов, связанных с обеспечением населения Таджикистана питьевой водой, в стране приняты конкретные меры для реализации целевых программ и проектов. Когда в долинной части Таджикистана палящее летнее солнце заставляет жителей скрываться в тени, в Шугнанском районе Горно-Бадахшанской автономной области стоит весенняя погода. В садах только что поспели абрикосы, горы покрыты зеленью, чистый горный воздух пышет свежестью. В этих прекрасных местах расположилось селение Манем, в котором в 90 домохозяйствах проживает 756 человек. Жители этого селения до недавних пор, как в старые времена, вынуждены были спускаться по крутому склону за водой к реке, что было весьма затруднительно, особенно в зимнее время. Но теперь, благодаря финансовой и технической поддержке филиала исполнительного комитета Фонда спасения Арала в Республике Таджикистан, проведена линия водоснабжения, установлен резервуар для распределения воды и уличные водопроводные колонки. Несмотря на то, что работы проходили по сложной высокогорной местности, они были закончены в максимально короткие сроки. Таким образом, 27 домохозяйств, образовательное учреждение и медицинский пункт были обеспечены чистой питьевой водой. При поддержке правительства страны и филиала исполнительного комитета Международного фонда спасения Арала в Республике Таджикистан в нашем селе проведена линия водоснабжения. Проблема с водой была одной из основных для сельчан. Новая водопроводная линия значительно облегчит нашу повседневную жизнь. Отметим, что в 2019 году на второй консультативной встрече глав государств Центральной Азии, которая проходила в Ташкенте, президент Таджикистана Эмомали Рахмон был избран председателем Международного фонда спасения Арала на трехлетний период. За эти годы в странах Центральной Азии и в самом Таджикистане приняты важные меры для реализации целевых программ и планов, связанных с обеспечением населения питьевой водой. Ремонт и строительство систем водоснабжения – одно из главных направлений работы филиала исполнительного комитета Международного фонда спасения Арала в Республике Таджикистан, поскольку без воды невозможно создать условия для того, чтобы люди могли заниматься хозяйством, производительной деятельностью, обеспечивали себя и свои семьи самым необходимым. Зумрат Файзиева, Рано Азизи, новости. Уважаемые телезрители, это были главные новости к этому часу. Оставайтесь с нами, будьте здоровы!